Держи, так иди. Я? Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Какой Новый год без праздничного фейерверка? Именно так считают многие россияне. К сожалению, для некоторых из них праздник заканчивается в больнице. Сегодня в программе мы расскажем о том, как правильно выбрать фейерверк, как соблюдать технику безопасности и не стать жертвой мошенников. И начинаем мы наш выпуск со столичного рынка, с проверки пиротехники. Первым делом мы решили проверить теплые павильоны рынка. Как оказалось, новогодних фейерверков здесь нет. Зато мы нашли целый каталог продукции с Приморья. Правда, ни одного товара, выбранного нами, в наличии не оказалось. А у вас фейерверки есть? Фейерверки есть? На улице, да? Вышли на улицу, и здесь также пустота. Все специалисты по пиротехнике просто испарились. Переходим дорогу, и в глаза сразу бросаются контейнеры, напичканные петардами и прочим взрывным инвентарем. Здесь нам на помощь приходит сотрудник МЧС Якутии. Он проводит свою проверку. Ищем хозяина павильона. Находим. Он уже с документами общается с сотрудником МЧС. Оказывается, вся продукция сертифицирована и имеет лицензию. Тем не менее, при покупке пиротехнической продукции надо быть всегда бдительными. При реализации пиротехнических изделий не допускается попадание атмосферных осадков на изделие. То есть пиротехника не должна находиться вот так, да? Поврежденную упаковку не должна иметь. А что будет? Что может случиться? Ну, может нарушиться целостность и так далее. У них есть требования к хранению. Вот. То есть там снег растает, занесет тепло, например, вода, там, влага, отмочится. То есть, может быть, какие-то форс-мажорные обстоятельства. Пиротехнические изделия должны быть обязательно сертифицированы при покупке. При покупке пиротехнических изделий покупатель вправе потребовать сертификат, копию сертификата с синей печатью у продавца. То есть, а реализация без сертификата не допускается. С каждым годом увеличивается количество пострадавших от взрыва петард и запуска фейерверков. Точной статистики нет даже у соответствующих ведомств. Причина одна – невнимательность со стороны взрослых. Чтобы наглядно продемонстрировать вам, что петарды и фейерверки далеко не игрушки, а объекты повышенной опасности, мы решили провести свой эксперимент, не без помощи соответствующих органов. Мы находимся в испытательно-пожарной лаборатории. Сегодня нам предстоит взорвать 7 видов пиротехнических изделий. Все они разделяются на 3 вида опасности. Делать мы это будем на улице. Покупать пиротехнические изделия только сертифицированные, в лицензированных магазинах, проверять сроки годности пиротехнических изделий. Также при покупке обращать внимание на целостность конструкции, то есть чтобы не было надрывов, порывов, всевозможных трещин возможных. Потом применять пиротехнические изделия только в присутствии взрослых, на расстоянии от жилых домов 30 метров расстояние должно быть. Если пиротехническое изделие не сработало, не подходи к нему 2 минуты, то есть возможно оно еще может сработать.
Потом при зажигании пиротехнические изделия нельзя к нему наклоняться, то есть на вытянутой руке все это делаем. После использования пиротехнические изделия желательно засыпать снегом и, соответственно, выкинуть в мусорный бак, то есть убедившись, что оно полностью потушено. Предварительные данные у нас, что вся продукция соответствует заявленным техническим требованиям, но это нужно еще уточнить согласно нашему видео, отснятому в процессе испытаний. Большая опасность в том, что заявленный разлет частиц не соответствует техническим данным. То есть он либо больше, либо меньше. В результате это может влиять на класс опасности. То есть заявленные требования, например, разлет частиц до 5 метров, а на самом деле там 5-10 метров это уже 3-й класс опасности. А теперь пара советов при выборе пиротехники. Фейерверки делятся на два вида – наземные и высотные. Если для проведения фейерверка есть открытая площадка размером 100 на 100 метров, можно устроить высотный фейерверк. Если же поблизости жилые дома, деревья, дороги, линии электропередач, то использовать можно только наземные. Помните, у товара обязательно должны быть сертификаты с печатью. В них указывается страна-изготовитель, артикул и срок годности. Покупатель всегда может попросить копию этого сертификата и забрать ее с собой. При покупке фейерверков обязательно нужно обращать внимание на инструкцию. Если она не на русском языке, то товар, скорее всего, контрафактный. Если вы будете соблюдать эти простые правила, то фейерверки действительно станут украшением вашего праздника и принесут только улыбки. На этом первый сезон проекта «Как это устроено» подходит к концу. Мы желаем вам новых открытий в 2016 и оставайтесь с нами.